Искусственный разум, двойники, интеллектуальное месторождение, новейшие разработки и технологии на выставке от передовых нефтяных компаний. Цифровая трансформация – задача номер один всей нефтегазодобывающей отрасли. Цифровой интерпретации, и это позволяет иметь в цифре двойник завода, и ты с этим цифровым двойником можешь отрабатывать все процессы и можешь предсказывать работу своих установок. Без цифровизации невозможно перейти к разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, а это драйвер развития нефтянки, звучит на панельной дискуссии. И доля таких запасов с каждым годом лишь растет. Это порядка 65%. Трудноизвлекаемые запасы мы должны активно вовлекать науку, молодежь. И это достояние страны. Все запасы, которые у нас есть, золотовалютные запасы могут обесцениться, а вот ресурсы страны, они гарантия того, что и как мы их правильно будем использовать. Цифровизация дает новые возможности, и без нее трудно достичь поставленные цели. Об этом говорит уже Наиль Маганов. Мы поняли, что цифра – это тот самый надежный инструмент, который нам реально может помочь, имея активы, имея тот огромный фонд скважин, имея ту огромную 47 тысяч скважин пробурено на наших месторождениях за историю. И это говорит о возможности хорошего геологического изучения. Цифровизация сегодняшняя, без которой нет завтрашнего дня, они требуют и нормативного, и законодательного регулирования. И очень было приятно работать с нефтяниками, представленными в парламенте Республики Татарстан 5-го созыва, которые активно, в хорошем понимании этого слова, лоббировали интересы главной, я считаю, хребтовой отрасли народного хозяйства республики, которая пополняет активно бюджет Республики Татарстан и Российской Федерации. Поэтому, не скрывают участники саммита, углеводороды остаются стратегическим ресурсом развития России. Это понимают в Татарстане. И Татарстан как раз очень хороший пример, потому что мы видим, что последние 10 лет добыча растет. В принципе, темпами опережающими среднегодовой темп роста добычи в России. И это как раз свидетельствует о том, что за счет стимулов возможно достичь роста добычи даже на весьма истощенных месторождениях, которые эксплуатируются уже более 60 лет, и вовлекать новые, соответственно, запасы в разработку. В этом году нефтяной саммит приобрел международный статус. Впервые прошел на одной площадке вместе с Международным нефтегазовым молодежным форумом. Студенты, аспиранты, молодые ученые, всего 250 участников не только из России, но и зарубежных стран. Вот так сегодня дали старт форуму, уникальному образовательному проекту в формате хакатона. Это когда над решением проблем работает целая команда, а их здесь больше 40. К обсуждению ключевых задач отрасли нужно привлекать неординарно мыслящую молодежь, говорит президент. Такие встречи помогают выявить их. Подготовка кадров – еще одна тема для обсуждения. Вопросов из зала не пришлось ждать. Как вы смотрите на то, чтобы наши институты, техникумы и университеты учили студентов за свой счет, а потом через аукционы студентов продавали работодателю? Они должны четко работать по целевым заявкам. В этих вузах, техникумах должны быть заказчики, которые, может быть, и преподавать будут, и максимально увеличить дуальное образование. Сегодня перед отечественной нефтянкой стоят серьезные вызовы, связанные с рациональным недропользованием, подчеркнул президент. Говорили и о конкурентоспособности как основе развития всей отрасли. Для этого нужны прорывные технологии, а чтобы освоить их – молодые специалисты. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевский район.